Мы вступаем в пору предвыборных дебатов и выступлений кандидатов в депутаты, что, конечно, обещает нам много, если не нового, то интересного. Хотя недавние выборы президента США установили планку предвыборной кампании на таком низком уровне, что нам и не снилось, но и нас недооценивать не стоит. Нет такой высоты этики, которую нельзя было опустить еще ниже. Первый шквал предвыборной агитации принес электорату много новых лиц. Во всяком случае, в качестве депутатов. Но и уходящие народные избранники в своем большинстве хотят возродиться в новом парламенте фениксами. И даже сразу не скажут, что лучше для избирателя – новоявленные спринтеры в политике или бывалые марафонцы. Вообще, если искать положительное, то одно точно радует, что депутатов остается 35, а не 55, как планировалось по одному из проектов реформы. Представьте, насколько увеличилось бы желающих баллотироваться в парламент. А телевидение вообще перешло бы на круглосуточное вещание, чтобы дать возможность пообещать нам светлое будущее всем кандидатам. С другой стороны, переходить на смешанную систему формирования народного собрания тоже очевидны резоны. Так можно уравнять количество спринтеров и марафонцев. Это сохранит возможность появлению новых, неангажированных участников политического процесса. А с другой стороны, оживит партстроительство для политических объединений, в которых уже будут внимательно относиться к списку своих кандидатов. Есть еще один момент, который делает эти выборы не похожими на предыдущие. Партии власти номинально существуют и борются за мандаты, как и большой спектр оппозиционных сил. Но еще больше кандидатов, позиционирующих себя как центристов. О чем это говорит? Что расклад сил и интересов в Народном собрании будет большой, что потребует больше времени на формирование рабочего и плодотворного ритма работы в парламенте. Я осмелюсь предсказать, что основная борьба будет как раз в рядах оппозиции, так как она будет представлена уж слишком разнообразно и противоречиво. Да и власть не из тех, которые своим напором и иезуитством может заставить объединить силы против себя всемогущей. Ясно, что шахматной доской абхазской политики станет Народное собрание. Другое дело, что в случае попадания туда дюжины ферзей и королей может свести древнюю игру до уровня сражения в шашки, а то и в Чапаева. А что остается нам, избирателям? Слушать кандидатов по телевизору, а еще лучше на встречах с избирателями. И не стесняйтесь задавать вопросы, которые вас по-настоящему волнуют. Существуют некоторые лакмусовые вопросы, ответы на которые даст полное представление о позиции кандидатов. Не будьте историческими эгоистами. Не меряйте кандидата метрами асфальта, что он кладет мимо вашего дома, а будущим положением дел для ваших детей, так как именно они будут жить по законам, которые принимают в парламенте. Но, пользуясь случаем, хочу четко обозначить свою позицию по переходу с президентской республики на парламентскую. Есть много аргументов за и против, но для меня главное – степень ответственности. Лучше пусть она будет персонифицирована, а не размыта 35 голосами тайного голосования. В конце концов, процедура импичмента президента у нас прописана, а вот парламент у нас защищен в этом смысле бронебойно. Самодержавие у нас не проживается, как показала наша новейшая история. А вот риск превращения в компрадорскую республику у нас большой. Выборы всегда, как стояние перед мышеловкой с мечтой о сыре.